Какие же особенности имеет коронавирусная инфекция? Она склонна к быстрому эпидемическому распространению. Это связано не столько с особенностями вируса, это связано с особенностями или издержки цивилизации. Мы сейчас имеем большие миграционные перемещения, миграции у нас сейчас, средства передвижения. Если в 2018 году скорость распространения, скорее всего, наверное, это была скорость РБ, пока сел, доехал до куда-то, сейчас за 2 часа можно с Москвы сюда долететь. Значит, вот этот показатель, он зависит от эпидемического распространения по всему миру, и даже там показан пояс распространения, это вот где наиболее выраженные миграционные потоки, и в большинстве случаев это воздушный транспорт. Вторая особенность данной пандемии заключается в том, что в возрастной группе 65+, могут быть, это не обязательно, чтобы сейчас не было страшно всем, могут быть тяжелые течения заболевания, которые могут осложняться. Одно из осложнений может быть, это значит, и, наверное, это даже естественное течение заболевания, которое утяжеляется за счет присоединения специфической вирусной пневмонии, которая, к сожалению, протекает тяжело, и связано это с тем, что если обычную банальную пневмонию, она в большинстве случаев, 90 и более процентов случаев, это бывают бактериальные инфекции, и мы имеем большой мощный арсенал в виде антибиотиков. Тут, к сожалению, мы должны полагаться на то, чтобы сам организм вылечился, и мы должны оказывать только уровень оказываемой помощи, это патогенетическая, которая мы помогаем организму вылечиться, и симптоматическая. Еще особенность, помимо вот специфической пневмонии, данная инфекция характеризуется тем, что у кого есть сопутствующий, это называется коморбидный фон, когда есть множество других заболеваний или другие особенности макроорганизма, могут быть осложнения специфические. Это развитие ДВО-синдрома, тогда организм будет иметь возможность, склонность к тромбообразованию. К сожалению, тогда может быть и тромбоэмболия легочной артерии, и инфаркт миокарда, и инсульт вот, может быть. Теперь инфекционно-токсический шок возможен. Возможно, острая дыхательная недостаточность, которая чаще развивается. И возможно развитие сердечно-сосудистой недостаточности. Помимо вот возраста указанного, то также в группе риска по утяжелению течения заболевания находятся, возможно, могут быть, это значит люди, у которых есть сопутствующие заболевания, которые иммунокомпрометированы. Это сопутствующие заболевания, если есть респираторного тракта, хронические какие-то патологии, если есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Это может быть сахарный диабет, который так широко распространен в человеческой популяции. Это могут быть приобретенные, и в редких случаях, в связи с тем, что патология редко встречается, это врожденные иммунодефицитные состояния. Что положительного в данной пандемии? То, что если, вот, допустим, тот же свиной грипп, который был обозначен как пандемия в 2009 году, ожидалось, что будет катастрофическое течение, он характеризовался тем, что наиболее тяжело болели дети до 6 месяцев. Летальность в этой группе была очень высокая, приближена по некоторым литературным данным и к 90%. И большинство из которых пострадали с летальным исходом, это были беременные женщины в 3-м триместре, вот, что связано было с легочной недостаточностью, с особенностью их вот, на тот момент физиологического состояния. И в Италии умирает очень много людей каждый день. Там действительно пандемия набирает огромные масштабы, точно так же, как и в США. Тела в обязательном порядке говорят, что кремируют. Это вот что об этом известно? Теперь по поводу того, во-первых, наверное, всех интересует вопрос, почему же такой благополучной Италии, где все хорошо. Действительно, я там была, там очень хорошо все это. У меня там и родственники живут. И в Америке, которая позиционирует, и действительно сложно ее в чем-то обвинить в системе здравоохранения и так далее. Это все имеет свое обоснование. В Италии надо понимать, в связи с тем, что там долгие времена люди жили хорошо и благополучно, у них очень большой процент так называемого населения пожилого возраста. Их 30 и более процентов. У них летальность связана вот с демографической особенностью. Умирает, теперь, смотрите, тоже проведен, насколько это возможно на сегодняшний день. Это частичный только анализ, может быть, в связи с тем, что все в процессе идет. Теперь, если
если проанализировать даже в возрасте 80+, получается, значит, из тех, кто заболели, из них 85% выживают, но 15%, к сожалению, погибают. И погибают они не из-за коронавирусной инфекции. Коронавирусная инфекция явилась триггерным механизмом, вот, которая приводит и к тромбоэмболии легочной артерии, и к тромбозу сердечных этих сосудов, и ишемии мозга. Ну, возбудителем сопутствующих, да? Ну, возбудитель является триггерным механизмом. Возможно, если этого не было бы по какой-то другой причине, они и умерли бы позже, не знаю, тут мне судить сложно, это тайна Всевышнего.